Вот Минск – это время моего пацанства такого и молодости. И, естественно, я как бы в памяти живу в нем. Там же все-таки и любовь была, и прогулки, и встречи. А я, будучи уже 3-4 года, вырисовывал у себя дома все обои, обрисованы были. У меня был фотографический все время четкий рисунок. И Катков, мой учитель живописи, это заметил. Говорит, вот я тебе буду задание давать. Вот ходить рисовать Минск. Это было в акварельках. Я же фактически начал в 14 лет. Что у меня в мозгах было? Вы представляете, что у меня история была? Я в то время думал о том, где найти поесть. Шла кругом война. Я же тогда был не художник, не политик. Вот. Я был пацаном. Я уже эти акварели в 60-е годы, они уже начали портиться, я собирался и выкинуть их даже. Что в сарае держал, что там, что там. Это церковь после войны главы православной церкви Беларуси. А это его дом. Сейчас тут дом правительства. Доминиканский костел. Вот на этом месте сейчас Дворец Республики. В то время, почему его снесли, это была площадь с монументом Сталина. Островского, Немига. Вот, магазин «Охота» вот известный был. Это Петропавловский собор. Это была Татарская улица. И татарская мечеть. Оказалось так, что на фундаменте этой мечети гостиница юбилейная. Когда шла реставрация вот этого дома Ваньковича, значит, вот тут нет впереди ограды, и реставраторы про эту ограду не знали. И они мне сказали, когда увидели у меня вот этот вот уже, вот этот рисунок, говорит, мы бы ее восстановили бы. Я сейчас восстанавливаю старые работы. А много восстанавливать картин надо? Достаточно еще. Ну, сколько? Ну, сотни-две. Настолько было уютно там, в этом Минске. Он всегда чистый был, более приспособлен для такой доброй жизни. Вы посмотрите, в деревьях, вот эти домики, вы представляете, это все-таки не клетка коммунальная или как бы многоэтажный дом. На 10-13 этаже. А там было 1, 2, 3 этажа. И там уютно было, вы представляете?